эфире программа «Актуальное интервью». Порядка 2500 законов в самых разных сферах утверждения основ деятельности органов госвласти и местного самоуправления. Таковы основные итоги 25-летней деятельности Государственного собрания Ил-Тумен. О юбилейных мероприятиях, развитии парламентаризма в республике, о текущей деятельности обновленного состава Ил-Тумен накануне Дня Республики мы поговорим с гостем студии, председателем Госсобрания Ил-Тумен Республики Петром Гоголевым. Петр Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Петр Васильевич, в День Республики в Государственном театре оперы и балета состоится торжественное собрание, посвященное 25-летию Ил-Тумен. Но, насколько мы знаем, мероприятия, посвященные юбилею, начались уже давно. Продолжаются ли они по сей день еще? Я хотел бы начать с того, что принятие закона – это не единственное направление работы парламента. То есть Кристина сказала 2500 законов. Это только одна часть нашей работы. Другая часть – это, безусловно, важно, это представительство. И действительно, в течение четверть века парламент достойно выполнял эту функцию, представлял Республику Саха-Якутия, представлял народ Республики Саха-Якутия, выполнял контрольные полномочия. Вы правы, Андрей, мы работу, которая посвящена юбилею, начали с того, что открыли экспозицию, посвященную истории Государственного собрания Ил-Тумен. Это 5 предыдущих созывов, сегодня действует 6-й созыв. Мы начали знакомить экспозицией молодое поколение, прежде всего это школьники. Более 1000 школьников уже прошли на сегодняшний день через знакомство с музеем парламента, с экспозициями. Мы провели в Северо-Восточном федеральном университете соответствующие мероприятия. Сегодня студенты посещают нашу экспозицию. И по республике мы провели конкурс сочинений. Он посвящен формированию гражданственности. И очень радует, что у молодого поколения, растущего, есть большая перспектива. Они с очень большими ожиданиями смотрят на мир. В конкурсе участвовали ребята со всех улусов, районов. И мы подвели 21 апреля итоги. Победителей, 3 победителя уже уехали в лагерь «Океан». Они премированы, можно сказать, отдыхом. 6 будут в Сосновом Бору, путевки получат. Таким образом, на сегодняшний день мы, начиная с молодого поколения, начали свои юбилейные мероприятия. В театре 27 апреля состоится традиционное торжественное заседание, посвященное Дню Республики. И в этом году оно посвящено 25-летию Государственного собрания Ил-Тумен Республики. Вы вернулись из Санкт-Петербурга, где принимали участие в заседании Совета законодателей России и мероприятиях, посвященных Дню российского парламентаризма. Расскажите, пожалуйста, об этом. Основная повестка, которая в Совете законодателей звучала, это участие парламентов субъектов Российской Федерации в реализации послания президента Российской Федерации, участие парламентов в контроле за ходом реализации национальных проектов. И очень важный вопрос, он долго обсуждался у нас, это выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Третий вопрос – это очень наболевший вопрос, он всегда в актуальной повестке. Что касается 2 первых вопросов, на встрече с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным нас призвали активнее участвовать в этом вопросе. Это не говорит о том, что у нас нет плана мероприятий, видения, как мы должны работать. Но Владимир Владимирович призвал нас еще активнее в этом участвовать и взять на непосредственный парламентский контроль реализацию национальных проектов. В рамках Совета законодателей есть рабочие органы, это комиссии. Я вхожу в состав 2 комиссий. Это комиссия по социальной политике, комиссия по науке и образованию. И оба комиссии провели свои очередные заседания, на которых я тоже поставил вопросы, касающиеся
тех актуальных вопросов, которые имеются в республике. И надо сказать, что наши коллеги поддерживают наши начинания, наши инициативы. Во-первых, речь шла о поддержке сельских малокомплектных школ, которое было мной озвучено. И надо сказать, что это прозвучало перед президентом Российской Федерации, который буквально высказался о том, что да, если мы не хотим, чтобы Сибирь, Дальний Восток обезлюдили, да, мы должны приложить к этому усилия, в том числе поддерживать сельские малокомплектные школы. Я уверен, после таких слов президента страны будут приняты конкретные мероприятия по поддержке малокомплектных сельских школ, что является для нас очень актуальным. Следовательно, надо сказать, что наша работа по федеральной повестке, она активизируется. Мы поднимали вопросы, в том числе по качеству здравоохранения. Снова надо сказать, что коллеги нас поддержали. Сейчас те инициативы, которые мы подняли, это касается развития телемедицины в том числе, развертывания коек оперативного развертывания в наших труднодоступных малонаселенных селах, поселках. То есть такие вопросы, они сегодня, можно сказать, приняты в работу федеральных органов власти. Ну, раз уж мы уже и затронули, получается, вопросы, которые рассматриваются и Госсобранием, да, вот накануне состоялось очередное пленарное заседание Госсобрания ЛТМН, и вот каковы были основные вопросы, которые рассматривали народные избранники, и, может быть, стоит выделить какие-то острые вопросы, которые были? Ну, надо сказать, что большинство вопросов, которые находятся в повестке Государственного собрания ЛТМН, они являются острыми. Мы принимаем законы. Законы – это те документы, которые должны ответить на решение тех проблем, которые сегодня существуют в государстве, в республике, в районах, улусах, в ежедневной жизни человека. Поэтому нет таких вопросов, которые не были бы актуальны. Но надо отметить, что это прошедшее седьмое очередное пленарное заседание, оно отличалось тем, что прежде всего мы заслушали отчет о деятельности органов исполнительной власти Республики Саха-Якутия в 2018 году. С отчетом выступил глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Мы выслушали отчет уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия и Счетной палаты Республики Саха-Якутия. То есть, можно сказать, достаточно плотно отчетные материалы звучали на пленарном заседании. Кроме этого, состоялось назначение председателя и заместителя председателя Конституционного суда Республики Саха-Якутия на второй срок назначены Александр Николаевич Кимкимен, Юрий Николаевич Батцев. И мы дали согласие на назначение уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха-Якутия. Кроме этого, ряд законов принято в первом чтении, во втором чтении, ну и достаточно много законов, которые инициированы народными депутатами, приняты в окончательном чтении. Ну, сегодня мы немного и говорили о как раз-таки о Дне российского парламентаризма, да, вот вы посетили Санкт-Петербург, и мы знаем, что в Госсобрании есть представители молодежи. Какова их роль, насколько они вообще активны, насколько их интересует, заботит дальнейшая жизнь республики? Надо сказать, что мы придерживаемся в парламенте такой позиции, что парламент должен иметь два крыла. Мы создали общественно-консультативный совет, в который вошли председатели предыдущих созывов парламента, наши руководители различных отраслей экономики, социальной сферы. То есть это люди, умудренные опытом практической деятельности, решения государственных и общественных вопросов в течение длительного периода времени. Это, можно сказать, одно крыло, то есть опыт, жизненный и профессиональный опыт, который помогает парламенту сегодня работать. Второе крыло, это, Андрей, вы правильно подметили, это молодежь. Это молодежный парламент Республики Саха-Якутия. Молодежный парламент очень энергично начал свою работу. Надо сказать, что и среди народных депутатов есть молодые наши коллеги, ровесники парламента, самому молодому депутату 25 лет.
То есть надо сказать, что наши молодые коллеги всегда будируют вопросы защиты интересов молодежи. И нас очень радует, что тот ритм, который и та энергия, с которой молодежный парламент взялся за рассмотрение вопросов своей повестки, безусловно, вселяет нас уверенность, что в Республике Саха-Якутия с молодыми кадрами и с направлениями, видением у нас есть молодые люди, которым можно будет с уверенностью отдать в руки будущее Республики Саха-Якутия. 27 апреля мы отмечаем День Республики. Что для вас лично означает этот праздник? Надо сказать, что он очень много означает в моей жизни. Будучи еще студентом, 4 апреля 1992 года я стоял с флагом в руках перед зданием тогда еще Совмина. Мы, студенческая молодежь, тогда выступили с инициативой и поддерживали наших старших товарищей в том, что надо принимать Конституцию. И вы знаете, 24 апреля Конституция, основной закон республики, был принят, и 27 апреля он вступил в силу. Для меня это очень важная дата. С этой датой я хотел бы поздравить вас, все население Республики Саха-Якутия, и уверен, что этот праздник для нас имеет очень важное значение. Петр Васильевич, спасибо. А я напомню, гостем сегодняшней программы был председатель Госсобрания Илтумен Республики Петр Гоголев. Оставайтесь на нашем канале.